Глава Коми провел прямую линию. На протяжении 3 часов 10 минут Владимир Уйба в режиме прямого эфира на телеканале Юрган отвечал на вопросы жителей республики. Первый из них касался будущего северных городов региона Воркуты и Инты. Сегодня не только жителей Заполярья и Приполярья волнуют перспективы развития моногородов. От их состояния зависит и общее благополучие всего региона. А потому власти особое внимание уделяют сегодня диверсификации экономики. Всего год с небольшим, как я работаю в республике, и вот год мы прицельно занимаемся Воркутой. Я и правительство республики занимаемся Воркутой и Интой. Почему? Ну, потому что Воркута и Инта – это два моногорода, и по ним есть отдельное поручение президента страны Владимира Владимировича Путина, и по этому поручению мы должны подготовить план, да, и его представить правительству России и в дальнейшем утвердить. Что мы, в общем, так поэтапно и делаем. И первый этап, который мы прошли и получили согласование и утверждение, это план диверсификации. Что такое диверсификация по-русски? План диверсификации – это перевод тех отраслей промышленности, которые по каким-то причинам уже не несут за собой градообразования, налогоотдачи. Да? Вот, например, да, в Инте закрыли угольную шахту. И понятно, что основной источник поступления налогов и в республику, и в город, основные рабочие места, они прекратили существование. И нет рабочих мест, нет налогов и так далее. Нужно диверсифицировать экономику в Инте и Воркуте с тем, чтобы создать дополнительные производственные площадки, не связанные с углем. Вот примерно та же самая история и по Воркуте. Да, там лаг времени у нас побольше, да, до 1937 года, но тем не менее, что такое 1937 год? Это завтра на самом деле, потому что я говорю, что я только вроде пришел работать, да, апрель 2020 года, уже заканчивается 2021 год. Поэтому мы прекрасно понимаем, тем более, что развернуть такую махину, как поменять основное производство по добыче угля в Воркуте, да, на сопредельные производства, а это без малого 6 только тысяч рабочих мест надо создать только по Воркуте. Либо это места должны быть какие-то современные, инновационные, да, куда еще и не только придут рабочие специальности, которые можно переучить, а еще и придет молодежь. Поэтому вот мы защитили этот план. Министерство экономики Российской Федерации план этот утвердило. По этому плану мы должны до 2025 года включительно создать. Мы когда защищали его, защищал я его у Хуснуллина Марата Шакирзяновича, зампреда правительства Российской Федерации, и когда я защищал этот план, он покритиковал нас, сказал, почему 4000? То есть изначально мы говорили, что нужно создать 4000 рабочих мест по этому плану. Он сказал, почему 4000? У вас только в Воркуте 6000 рабочих будет высвобождаться. Поэтому мы его скорректировали. Вот нам надо создать 6000 рабочих мест, новых рабочих мест. И понятно, что на это привлечь инвестиции и государственные деньги. Так вот, объем инвестиций и государственных денег, которые мы на этот план диверсификации по Воркуте и Инте, уже сегодня превышает 150 миллиардов рублей. То есть это 1,5 наших годовых бюджета республики. Глава добавил, Воркута и Инта – это великолепные площадки для привлечения бизнеса, так как имеют огромные налоговые преференции. Наша задача сегодня именно привлечь инвесторов. Почему мы говорим, что инвесторы туда точно совершенно уже поехали? Да? Вот мы 2 завода открываем в Инте и намечаем такие же проекты в Воркуте. Ну, потому что принят в прошлом году, да, в 2020 году принят там для нас судьбоносный указ и закон о том, что именно в арктических территориях идут очень серьезные очень серьезные послабления по налоговой базе. И
настолько, что для предпринимателей любого абсолютно все понятно. Два налога, которые в основном им не дают развиваться, и они в основном от них страдают. Это налог на прибыль, который сразу начинается, еще производство не запустилось, и налог на имущество. Так вот эти налоги нулевую ставку имеют, нулевую. По сухопутным арктическим зонам у нас 4. Вот мы сегодня говорим об Воркуте и Инте, кроме этого Усинск и Усть-Илема. Вот Воркута и Инта в этом смысле сегодня великолепные площадки для привлечения бизнеса, для привлечения инвестиций, именно исходя из того, что там огромные налоговые преференции. Владимир Уйба подчеркнул, в Воркуте ставку можно сделать на разработку месторождений барита и других материалов, использующихся при строительстве. Строительные материалы есть и в Воркуте, и в Инте. К 2025 году республика эту программу будет выполнять, другого выхода просто нет. К 2030 году в Заполярье останется только одна шахта. Горняки будут высвобождаться, и республика обязана предоставить им новые рабочие места взамен утраченных, подытожил глава.